Владельцев автомобилей с иностранными номерами обяжут регистрировать свой автомобиль. Эта мера поможет правоохранительным органам наказывать нарушителей. Автомобилей из стран ЕАЭС у нас очень много. Наши граждане приобретают их, не переоформляют, ездят с иностранными номерами. Это дает им возможность безнаказанно нарушать ПДД. И уже даже есть информация, что преступные элементы начинают пользоваться этим каналом. Там целый комплекс проблем, которые нужно решать, рассказал депутат Мажилиса Павел Казанцев. Он объяснил, что раньше эту проблему решить не могли из-за ее связи с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, контроль за такими автомобилями требует синхронизации всех баз данных, которые касаются автомобильного транспорта и его владельцев. Поэтому решили, что мы на осень эти поправки отложим, чтобы доработать в комплексе по всему блоку законодательства. Проблема остается пока, автомобили никак не регистрируются, кроме как по воле самого владельца. По предложению должна быть четкая и внятная фиксация пересечения этими автомобилями границы. Чтобы не ущемлять право добропорядочных граждан, несколько месяцев люди должны иметь возможность заехать в страну. Кто-то заезжает на автомобилях, будучи иностранцем, россиянином, армянином, киргизом. Они поездили, решили свои дела, как правило, месяц-два, и они выехали назад. В этот период автомобиль будет находиться вне регистрации. Потом он должен быть обязательно зарегистрирован. Такая будет мягкая регулирующая система, пояснил депутат. После этого, по словам Казанцева, владелец автомобиля уже не сможет безнаказанно нарушать правила дорожного движения. Проблема в основном касается именно граждан Казахстана на зарубежных авто. Если приезжает иностранец, условно россиянин, совершает правонарушение, мы можем потом через российские контакты как-то воздействовать на владельца. А если казахстанец купил этот российский или армянский автомобиль, приехал в Казахстан, ездит по встречной полосе, пересекает сплошную, проезжает на красный, наши камеры фиксируют. А найти хозяина не можем, потому что в Россию или Армению обращаемся, а там авто давно продали. А кому продали, здесь найти не можем, объяснил проблему депутат. Поэтому, по его словам, иностранцы, как правило, законопослушны, и планируемые поправки в законодательство будут воздействовать именно на жителей Казахстана. Сейчас эта лазейка остается, но мы занимаемся. В сентябре начнем обсуждение и постараемся, чтобы к началу 2020 года эти регулирующие нормы уже были в действующем законодательстве, добавил Павел Казанцев.